для меня проект «Юная телезвезда». Это мир, в котором не строят воздушных замков. Равно как и мне, нужна твердая почва под ногами для того, чтобы сделать что-то новое, интересное, прекрасное. Как красивая девочка Аня, с которой я с большим удовольствием работаю в дуэте. Спасибо большое. Здравствуйте. Да, это я. Скажите, это вы проводите кастинг на конкурсе «Юная телезвезда»? Да. Кто по гороскопу? Близнецы. Общительно, коммуникабельно, не лишена чувства юмора. Как правило, мои амбиции бесконечные идеи и есть мое движение вперед в поисках нового горизонта. Белорусской мовой володаю. Неодноразово промалому делу у конкурса точное майстерство. Конечно, я готова поступовать. Дякую. Я все понял. Сегодня действительно будет сенсация. Этой сенсацией станет победитель конкурса «Юная телезвезда». А мы ее создатели? Конечно, и мы, и преподаватели, и наши родители, и организаторы этого праздника, и гости. Потому что здесь и сейчас царят талант, взаимопонимание и творчество. В Гомельском областном драматическом театре состоялся полуфинал областного детского телевизионного конкурса ведущих «Юная телезвезда». Напомним, что это совместный проект телерадиокомпании «Гомель» и Управления образования Гомельского облсполкома. В конкурсе приняли участие более 80 конкурсантов из 23 районов Гомельской области. Это ребята, которые на региональном отборе подтвердили свои права на выступление. Жюри определяло лучших сразу по нескольким критериям. Это и артистизм, и фотогеничность, и хорошая дикция. Кстати, ораторские способности и таланты конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли руководство управления образования Гомельского облсполкома, представители телевидения, актеры, работники СМИ, известные нагрудничные деятели культуры. Я была на мероприятии и с уверенностью могу сказать, что самые коварные вопросы задавал игрок телевизионного клуба «Что, где, когда» Леонид Климович. Но нужно отдать должное финалистам, которые блестяще импровизировали на сцене. А вот вопросов именно Сташкевич участники конкурса побаивались. Володанием белорусской мовы мог похвалиться далеко не поздно. И тем не менее ребята смогли продемонстрировать свои таланты и способности, тем самым значительно усложнить задачу жюри. 25 финалистов выбрать было ой как нелегко. Что же касается финала, то он вот состоится, и вся общественность Гомельской области узнает именно победителей конкурса. Именно они станут ведущими детской передачи в новом телевизионном сезоне. На этом наш выпуск завершен. В студии для вас работает Дмитрий Капоза